Что из дешевых конструкций можно смело применять при строительстве своего дома? Если так вдуматься, стены должны быть надежными, электрика надежная, окна с хорошим стеклопакетом, утеплитель должен быть хорошей плотности, да, теплосберегающий. Вопрос, что фанерные полы? Но тоже должны быть хорошими. Вот что? Вот единственное, что я вижу, и я понимаю, это, скорее всего, свайный фундамент. Можно применять свайно-винтовой фундамент, обычный, металлический. Можно свайно-железобетонный, можно ленточный. Но на каждом из этих фундаментов дом простоит все свои 50-80 лет. То есть смысл тогда переплачивать. Вот если подойти с этой точки зрения, наши дома в среднем стоят по 80 лет. Все, вот, которые мы видим. То есть на каждом из этих фундаментов, что на ленточном, свайно-железобетонном или свайно-винтовом, любой дом простоит 80 лет. Смысл переплачивать. Свайно-винтовой – прекрасное решение при строительстве своего дома. Что из дешевых конструкций можно смело применять при строительстве своего дома? Если так вдуматься, стены должны быть надежными, электрика надежная, окна с хорошим стеклопакетом, утеплитель должен быть хорошей плотности, да, теплосберегающий. Вопрос, что фанерные полы? Но тоже должны быть хорошими. Вот что? Вот единственное, что я вижу, и я понимаю, это, скорее всего, свайный фундамент. Можно применять свайно-винтовой фундамент, обычный, металлический. Можно свайно-железобетонный, можно ленточный. Но на каждом из этих фундаментов дом простоит все свои 50-80 лет. То есть смысл тогда переплачивать. Вот если подойти с этой точки зрения, наши дома в среднем стоят по 80 лет. Все, вот, которые мы видим. То есть на каждом из этих фундаментов, что на ленточном, свайно-железобетонном или свайно-винтовом, любой дом простоит 80 лет. Смысл переплачивать. Свайно-винтовой – прекрасное решение при строительстве своего дома.